Добрый вечер. В прямом эфире «Вести Ингушетия», в студии Аза Хаутиева. 3 января 1943 года вошел в историю Ингушей как историческая дата – освобождение города Малгобека от немецко-фашистских захватчиков. После освобождения Малгобекской земли разрушенный город и нефтяные промыслы быстрыми темпами восстанавливались. Меньше чем через месяц из старых скважин стали добывать нефть. А в начале мая 1943 года уже вступили в строй действующие первые скважины. Восстановленное нефтяное хозяйство в кратчайшие сроки начало работать в полную мощь. С глубоким уважением вспоминают малгобекчане имена тех, кто сражался за наш город, за нефтяные промыслы. Бывшим защитникам Малгобека, майору Филиппову, Цирульникову, Карбонину, Бецкому, Мамилову и, конечно же, уважаемому человеку всей Ингушетии, почетному гражданину города Малгобека, народному артисту СССР Владимиру Абрамовичу Этушу. Если просто ты должен пройти там 30 километров, или там, я не помню, сколько было, 20, в строю, то оперативный дежурный должен несколько раз пропустить полк, проверить, все ли вышли. Все там хлопот намного больше. А горло у меня прямо режет. Я до сих пор помню эти ощущения. Я взял котелок с водой, зима. Я взял котелок с водой, шел и глотал. Смачивал горло. Пришли мы в следующий пункт, куда мы шли. Это все было в районе Малгобека, туда или сюда, не помню. И деревня вся, село, все занято войсками. Некуда деваться. Зима. Мы вынуждены были на опушке расположиться, накрылся я плащ-палаткой. Это было часов в 5 утра, мы туда подошли, и пошел очень сильный снег. И часов в 8 я проснулся, ничего не болит. И так вот выздоровел. Это какое-то свойство нервов, характера, я не знаю. Вот в такой ситуации. Малгобекская оборонительная операция играла важное военно-политическое значение на Закавказском фронте. В боях за Малгобек фашисты потерпели сокрушительное поражение. Важнейшим условием срыва немецко-фашистского наступления в ходе Малгобекской оборонительной операции стали стойкость и мужество советских солдат и населения, оказавшего сопротивление. Сегодняшний Малгобек, как он живет и как вспоминает свою победу. В репортаже корреспондента «Вестей» Мухаммеда Тачиева. На площади городского сквера города Малгобек было подготовлено обширное мероприятие, посвященное знаменательной дате 68-й годовщине освобождения города Малгобек от немецко-фашистских захватчиков. На праздник собралось много гостей, в числе которых был глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. В своем выступлении глава республики пожелал жителям города удачи в новом году и, конечно же, поздравил малгобекчан со столь знаменательной датой. За время боев здесь, в Малгобеке, город 14 раз переходил из рук в руки. То фашисты его захватили, то советские войска. И вот это состояние, когда 3 января окончательно город, район, территории были освобождены от фашистских захватчиков, конечно, это был большой праздник. Для тех, кто остался в живых. И дальнейшее продолжение трудового подвига для тех, кто обустраивал в дальнейшем этот город. Можно много говорить о тех событиях. В основу подвига все-таки лежит человек. Не техника, а человек. Человек, который воевал, уничтожал врага, жертвуя своей жизнью. И человек, который трудился, создавал для того, кто воюет, условия, чтобы он был сыт, одет, обут, чтобы у него была техника, боеприпасы. Вот это соизмерение двух подвигов войны, подвигов труда, привели к тому, что Великая Отечественная война закончилась победой советского народа. Сегодня я хочу искренне поздравить всех тех, кто в первую очередь воевал не только здесь, на всех фронтах того периода, всех ветеранов Великой Отечественной войны. Почему? Потому что на всех направлениях ковалась победа. Пользуясь случаем, хочу поздравить
сегодняшним нашим праздником, опять же, с наступившим новым 2011 годом. Чтобы в новом году еще больше вот таких сквериков, таких парков, таких знаменательных мест было больше в Малгобеке. Чтобы город Малгобек постепенно преображался по своему статусу. Хотим мы этого или не хотим, он должен соответствовать своему статусу, городу-героя, городу воинской славы. Поэтому, конечно, здесь надо трудиться и работать, чтобы мы и 69-ю годовщину, ну и особенно 70-ю годовщину встретили в более торжественной обстановке. И с теми объектами, которые мы могли бы к этому времени ввести в строй в городе Малгобеке. Всем желаю здоровья, счастья, успехов, чтобы все было в согласии, чтобы все было в мире, чтобы все было прекрасно у нас у всех, у нас, в нашей республике. Всем желаю добра и счастья. Спасибо. Перелистывая страницы истории Малгобека, здесь вспоминали героические подвиги защитников города. В ночь на 30 декабря 1942 года 53-й артиллерийский полк 89-й стрелковой дивизии занял позиции на окраине города и стал вести огонь по врагу. Кровопролитные бои шли за каждый клочок земли на Терском хребте, Алганшурской долине, по всей линии обороны. Около 4 месяцев длилась оборона Малгобека, в ходе которой город несколько раз переходил из рук в руки. В архивных документах в энциклопедии 1954 года отмечается, что защитники Малгобека по своей значимости были приравнены к обороне Сталинграда и Москвы. Это еще раз подчеркивает то мужество, с каким защищали наш город и гражданские лица, и военные. Город защищали воины разных национальностей. На сегодняшнем митинге присутствовали представители диаспор, проживающих в городе воинской славы Малгобек. Представитель азербайджанской диаспоры по Северному Кавказу Амирхан Шахин отдал дань уважения защитникам города. Мы сегодня пришли почти память земляков, и не только земляков, и отечественных, которые вот здесь вели бой против агрессора. В то время, когда под Малгобеком шли ожесточенные бои, Николай Дмитриевич Гайтукиев защищал рубежи Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков, но сердцем он всегда был со своей малой родиной. Награда – это очень честь Ингушетии. Чего великая? Время разложишь, беса разложишь, что праздник летал. Участники митинга почтили минутой молчания память тех, кто ценой собственной жизни отстоял город Малгобек от врага, и возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Военный корреспондент Закрулкин писал в газете «Правда». На месте, где стоял этот городок, пламенело огромное пожарище. Черные клубы дыма густой тучей плыли над холмами, окрестными селами. Улицы Малгобека превратились в пустыню. Ценой больших потерь Малгобек был освобожден. Мухаммед Тачиев, Рамазан Ахильгов, Мадина Марзиева, Вести, Ингушетия.